То есть это не только про питание. А почему я не могу похудеть? Я вроде как уже хочу. Завтрак в принципе должен быть стакан сока апельсинового, например. Это же фреш, это же про здоровье. Почему я такая хилая какая-то? Не могу. Вот этот вот секрет и ключ к тому, чтобы не срываться в течение дня. Когда дети не кушают овощи, люди могут годами его кушать и не знать, что скрещивают ген червя с геном яблока. В 50 лет можно только начать жить. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерде ылдан іздеу. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях нутрициолог, health coach Наргиза. И сегодня мы с вами поговорим о здоровом и сбалансированном питании. Здравствуйте, Наргиза! Спасибо большое, что пришли к нам. Надеюсь, сегодня у нас будет очень информативный выпуск. Итак, мой первый вопрос. Вообще, что такое нутрициология? То есть здоровое питание. Что это такое? Да, вот как раз-таки нутрициология – это наука о питании и о том, как питание воздействует на наше здоровье, на наш организм. Я являюсь health-коучем, и наше здоровье на самом деле зависит не только от одного питания, да, зависит от многих факторов, таких как своевременный, полноценный сон, насколько много стресса в нашей жизни, ну и питание тоже в том числе. То есть это не только про питание, как принято думать. Скажите, пожалуйста, что такое сбалансированное питание? Сбалансированное питание – это питание, которое состоит из белков, жиров и углеводов. Потому что, к сожалению, современное питание, оно очень сильно изменилось за последние 20-30 лет. Вот если я вас спрошу, да, что вы кушали на завтрак, то вряд ли мы найдем там белок. В лучшем случае кто-то ответит, что он ел яичко, ну, там, яичницу, пашот, там, омлет, без разницы, да. И это будет зачастую единственным белком за целый день. А белок – это действительно очень важный макронутриент, который фактически влияет полностью, да, на наше здоровье, на то, как работает наша ферментная система, то, как мы перевариваем, то, как желудок сокращается, за это тоже отвечает белок, потому что белок фактически еще и строительный материал. Мы состоим полностью из белков, и наш волос один, да, тоже состоит из белков. Прежде всего, питание должно быть действительно сбалансированным по макронутриентному составу. В нем должен быть, как я сказала, белок на нашей тарелке, да, клетчатка, жир и только потом углевод. Скажите, пожалуйста, органические и неорганические продукты, чем они отличаются? Потому что, я так понимаю, овощи могут быть органика, неорганика, фрукты, да, и даже чипсы. Да. Изначально понятие органика предполагалось, что выращено естественным природным способом. То есть туда не вмешивалась никакая технология, не использовались пестициды и даже не использовались какие-то удобрения минеральные. Сейчас я думаю, что это понятие немножечко исказилось. И самое главное, в органическом выращивании, будь это овощи, фрукты, ягоды или, не знаю, мясо, да, которое потом попадает к нам на стол, самый главный фактор – это не использовать пестициды, какие-то консерванты и генную инженерию. Еще здесь популярно, так как здесь технологии все равно развиваются быстрее, чем у нас, здесь используют, например, в мясо гормон роста. Да. Это очень часто, мне кажется, происходит. И поэтому, ну, мне важно, потому что моя ценность, да, одна из ценностей – это крепкое здоровье моей семьи, себя и как можно дольше, не знаю, прожить такую активную, здоровую и качественную жизнь. А вот скажите, пожалуйста, мясо, которое, я не знаю, выращивается, изготавливается при помощи гормонов, как оно вредно для нас? Ну, видите, эти же гормоны потом накапливаются в нас. И накапливаются в первую очередь в наших жирах. Вот, и поэтому даже то, что мы видим, да, здесь в Америке очень много полных людей. И это на самом деле вершина айсберга. На самом деле все токсины, будь это пестициды, да, я не знаю, из почв через продукты к нам попадают, будь это гормон роста, это все откладывается в наших тканях.
в жировых тканях, в костных и не выводится, да, так быстро, как Остается с нами. да, остается с нами на года. Вот, и поэтому, конечно, важно. И это, естественно, потом летит гормональная система, потом появляются у людей аутоиммунные заболевания, и, соответственно, какие-то внешние признаки потом доходят, и человек такой думает: так, а что со мной не так? Почему я не могу похудеть? Я вроде как уже хочу, В чем пришел причина, к этому, да, а не получается. И, естественно, многие начинают... То есть люди же как по двум причинам приходят к здоровому образу жизни. Вынужденно, когда уже совсем все плохо, и уже врач сказал: тебе уже нельзя, тебе уже нужно переходить на эту сторону, так, на белую сторону. Либо второй момент, люди приходят к этому осознанно. То есть сейчас действительно очень много стало осознанных людей, которые читают, понимают. Очень здорово. Давайте немного, чтобы у наших зрителей было какое-то представление, поговорим про идеальный завтрак. Вот, то есть яйцо. Что еще должно быть на моей тарелке? Ну, начнем с того, что завтрак в принципе должен быть. Я знаю очень много людей, которые говорят, что они не любят завтракать и не завтракают. Или выпивают просто кофе? Или чашечку кофе на голодный желудок. Ну, нужно здесь сказать, что в принципе завтрак должен быть в первую очередь. Если говорить о том, когда он должен быть в первый час после пробуждения. И это важно, потому что именно утром организм просыпается, и просыпаются все наши пищеварительные соки, и они готовы переваривать пищу. А если мы своевременно не кормим наш организм, то, скорее всего, в течение дня вы потом будете подъедать то, что не доели на завтрак. Если говорить о том, что должно быть, да, на завтрак, это опять же возвращаемся к той формуле: белок, жир и только потом углевод. Если говорить конкретно, какие продукты должны быть, то хороший вариант завтрака – это что-нибудь из яиц. Что еще из белка можно добавить? Это может быть хорошая, качественная, слабосоленая рыба. В качестве жиров и углеводов, вот какие продукты мы можем взять на завтрак? В качестве жиров желток содержит жир. И это окей, хорошо. А если мы будем думать, что же положить на тарелку из клетчатки, это будут какие-то овощи. Тушеные, припущенные или салатик. Вы можете этот салатик заправить, например, маслом оливковым, и это тоже будет уже жир. Это может быть для любителей сливочного масла, хорошего качества сливочное масло или топленое масло, это тоже будет жир. И авокадо в качестве жира. Хорошая история очень. В качестве углеводов, как правило, это овощи, это тоже углеводы, какие-то корнеплоды, либо в виде салата, какая-то зелень. И если такой завтрак вас не насыщает, то можно, если вы только начинаете погружаться в мир здорового питания, на первых порах это может быть цельнозерновой хороший хлеб. Желательно там на закваске, да, без дрожжей. Если вы уже продвинутый и готовы менять, или вы находитесь на каком-то ограничительном питании, то это может быть хлеб без глютена. Долгое насыщение нам дает как раз-таки белок и жир. А если мы будем завтракать одними углеводами, выпьем стакан сока апельсинового, например, это же фреш, это же про здоровье, и съедим, например, чашку каши, то, скорее всего, в течение дня вам будет хотеться есть только сладкое. И это как раз-таки, знаете, такой секрет и ключ к тому, чтобы не срываться в течение дня. И это как раз-таки, может быть, будет ответом для тех людей, которые говорят: вы знаете, хочу, но не получается, все время хочу плюшки, все время хочу сладкое, да? А это вот как раз-таки вопрос к тому: а как ты утром покушал? А дал ты своему организму достаточно белка и жира? Потому что белок и жир дают долгое насыщение, и тебе не хочется какое-то время подъедать чего-то. Здесь, в этом магазине, есть две категории, да, товаров. Органика, есть неорганика тоже. И как я ориентируюсь? Давайте я вам покажу, да, небольшой лайфхак. То есть, во-первых, написано всегда, чаще всего есть пометка о том, что это органический продукт. Вот здесь я вижу, да. Organic Large. И иногда бывает, что мы не можем найти эту отметку, да, и тогда мы можем ориентироваться по штрих-коду. Как правило, 9, да, если в начале стоит циферка 9, это говорит о том, что это продукт органического происхождения. И интересно, что здесь в Штатах большой разницы нет.
То есть, да, это 50 центов на 50 центов больше, но как бы это не ощутимо, да, в рамках То есть, того, в принципе, что... можно позволить Да, себе. можно позволить. И это важно. Потому что некоторые не понимают, почему. Да? Зачем мне органик, когда я могу набрать 5 штук авокадо, чем 4 органик. А что касается овощей, здесь тоже большой выбор. И такой небольшой лайфхак, когда дети не кушают овощи, все равно предлагать. И вот у меня дочь плохо кушала овощи, и мы нашли для нее овощ, который ей понравился именно здесь. И это перец. Не поверите, мой ребенок грызет перец. Да, и часто у меня спрашивают. И поэтому, так как я это беру своему любимому ребенку, естественно, я тоже возьму лучше один перчик, но хорошего качества, чем целый пакет, который половина, как правило, все равно не используется, и потом он остается. Хотела бы узнать, насколько вреден глютен для нас? Потому что, например, в Кыргызстане я не часто слышу там о продуктах без глютена. Здесь же я практически всегда в магазинах вижу и слышу, как люди ищут безглютеновые продукты. Глютен – это одна из белков, молекул, которые являются вредными для организма. Есть категория людей, Америка же большая, и в масштабах Америки численность людей большая, и процент людей, у которых есть диагностированная болезнь, которая называется целиакия, глютен-непереносимость, да? Поэтому здесь как бы много продукции с пометкой gluten-free, да? Что касается наших людей, у нас есть люди, и они об этом знают, что глютен они не переносят. Но есть огромное количество людей, которые не знают об этом и продолжают кушать глютен, не понимая причинно-следственные связи. И как глютен влияет на организм, да? Дело в том, что те люди, люди могут годами его кушать и не знать, что этот продукт для определенного человека является чем-то плохим, да? Чем-то нехорошим. Дело в том, что этот белок, глютен, может изо дня в день поражать слизистую кишечника, если человек не переваривает этот белок. Он даже об этом не знает, да. И потом есть такой синдром, который называется синдром проницаемого кишечника или дырявого кишечника. И это не миф какой-то, это научно доказанный факт. И если вы забьете в Google, вы увидите синдром проницаемого кишечника, а там даже есть под микроскопом все эти фотографии кишечника. То есть потом через этот просвет вот эти все непереваренные белки, будь это глютен, будь это другой какой-то белок, да, я не знаю, молочный белок, он просачивается в кровь и идет туда, где тонко. Например, если есть предрасположенность, если генетическая, еще какая-то, да, болезнь суставов, этот глютен будет поражать суставы из года в год, а потом вопрос, в 50 лет откуда у меня артроз? У моей мамы артроз. И она только потом поняла, когда я начала этим заниматься, что у нее прямая связь. Она всю жизнь не знала, ела. И откуда артроз? Это не износились суставы. В 50-60 лет можно путешествовать, бегать и жить полноценный, активный образ жизни. Но у нас же принято, а что вы хотели? Мне уже 50, все, я уже прожила свое. Хотя в 50 лет можно только начать жить. Я часто говорю, что в рационе должно быть много овощей. И в этом плане в Америке очень классно, не нужно тратить время на мыть, да, на помывку овощей, на то, чтобы мы нарезали. И в этом плане, конечно, это все помогает. И еще, может быть, кто-то не знает, если мы покупаем качан брокколи, то необходимо порезать брокколи перед тем, как задолго до того, как мы будем его готовить. Почему? Потому что брокколи вырабатывает такое вещество, которое называется сульфорафан. Это является противораковым веществом. И об этом многие не знают. То есть они начинают резать брокколи непосредственно перед приготовлением. Вот. А тут, видите, американцы, умный народ, как бы они все делают. Я хотела узнать про вот эти надписи, да? Да. Non-GMO и Sans OGM. Что это такое? Вот non-GMO – это продукт, который выращен без использования генной инженерии. Если говорить простым языком, да, то, например, для того, чтобы яблочко не съел червь, скрещивают ген червя с геном яблока. Представляете? И червь, когда подползает к яблоку, он видит своего, естественно, он его не ест.
Поэтому вот эти все красивые овощи и красивые яблоки, они, ну, то есть без всяких червоточинок, да, остаются целыми, их никто не трогает за счет вот этих технологий. Поэтому, конечно, желательно, чтобы продукт был органик и еще и без ГМО. Но это не всегда удается. Поэтому, конечно, лучше всего искать какую-то золотую середину. Если я буду целыми днями ходить и говорить, я буду кушать только органик, только не ГМО, то можно как бы, да, получить определенное расстройство. 100%. И поэтому мы выбираем, да, какой-то средний вариант. Если у меня будет 90% моей корзины органик и 10% не органик, ну как бы это окей, приемлемо, да. Сразу скажу такой лайфхак, как нужно выбирать бананы, в принципе, да, не безотносительно того, органический продукт это или неорганический, лучше всего брать зеленоватые бананы, потому что в нем содержится резистентный крахмал. Если мы съедим на голодный желудок один банан вот такой спелый, это все равно сахар. Вот. И есть очень много родителей, которые на перекус дают банан. И это тоже нездоровая история. Спелый банан. Да, такой спелый, желтенький. А если мы будем в рацион детей там, или себя добавлять банан именно зелененький, такой упругий, то это более такая здоровая история. Здесь, в США, да, я прям выбираю мясо. И классно, что есть выбор. Например, вот этот барашек свободного выпаса, и он ел травку. И здесь написано, что 100% грасс-фед. И плюс в том, что здесь, в США, это регулируется. А у нас, в Кыргызстане, это только на вере, да? То есть откуда барашек, да, там с Джайло, я там сам его кормил. То есть когда я жила в Кыргызстане, я тоже этим интересовалась, и я знакомилась там, не знаю, там, не знаю, дядя там байкешка какой-то, который там действительно есть Джайло, они говорят, да я сам его выращиваю. Я говорю, все, брала контакт и с ним сотрудничала. Или ждала, например, ноябрь, и тоже знакомые, например, раз в год спускали яков. Яки, которые в горах живут, да, там, не знаю, лижут вот этот лед и достают оттуда из-под льда траву, ну, то есть из высокогорья. А здесь есть маркировка, и здесь я могу, да, как бы понять и выбрать для себя тот товар, который мне нужен. Есть такой миф, что красное мясо вредно для человека. Правда это или нет? На самом деле люди любят придумывать проблему там, где ее нет. И мы уже поговорили о каких-то очевидно вредных продуктах, и красное мясо, вот категорично я к этой категории бы не относила. А проблема, знаете, в чем? Особенно в Америке, если мы говорим про питание здесь. Здесь очень развита культура времяпровождения на улице, на заднем дворе, когда гости приходят, начинают все жарить стейки, видите? И там проблема на самом деле не в самом мясе. Во-первых, мы говорили про то, что откуда это мясо, травяного, с корма, там, без гормонов и так далее. Да, если все это отбросить, то здесь можно сказать о том, не сколько съесть это мясо, да, и не про то, само мясо вредно или нет, да, а в контексте того, что даже если мы съели это мясо, а как мы его переварили? А в нашей культуре принято есть мясо на ночь вечером, и еще и плюс с тестом, да. И это все, конечно, очень сильно замедляет его переработку, расщепление на вот эти мелкие аминокислоты и усвоение. Мы же поняли уже, да, что белок – это важно. Мясо – это белок, это круто, но если ты съешь вот такой большой стейк, ты его просто не успеешь переварить, а если еще и это вечером. Вот в этом контексте. И второй момент, конечно, я для полного здоровья не рекомендую исключать мясо ни маленьким детям. Есть по определенным медицинским показаниям, некоторым пожилым людям просят ограничить, да, красное мясо. Но если это растущий организм, молодой организм или там, условно средний организм, то мясо, не зная свою генетику, исключать нельзя. Потому что вот с моей генетикой точно я не могу быть веганом, и я уйду в сильную анемию. А гемовое железо находится только в красном мясе и продуктах животного происхождения. Действительно складывается такое впечатление, да, люди там, не знаю, заходят ко мне в Инстаграм,
смотрят и видят, там, как я питаюсь, как я это показываю. И у многих складывается впечатление, что это тяжело. Но если посмотреть на то, что я же в этой точке оказалась не сразу, я же когда-то начала и пришла к этому. Если делать это постепенно и без стресса, и с пониманием к себе, то есть ты жил там, да, 40 лет определенным образом, и такой, все, я начинаю здоровый образ жизни, да, и такой начал стрессовать, потому что нужно пить, нужно ходить, нужно заниматься физическим, каким-то спортом, физическая нагрузка должна быть, нужно питаться, нужно готовить, и он такой, о нет, это все сложно, ничего не буду делать. И сливается человек. То есть я всегда своим клиентам тоже рассказываю и показываю, что давайте как бы постепенно к этому приходить, да. То есть сейчас у меня получается пить, классно. Потом ты начнешь узнавать об этом. То есть это все не сразу приходит. Я еще хочу показать вот снэк. Сейчас у многих большая проблема тех мам, которые живут в Штатах, это собрать ланчбокс ребенку. В школу, да? В школу, да. Потому что здесь, да, культура питания немного другая. В школах, если кормят, они тоже кормят снеками, и, к сожалению, не полезными снеками. Я, как человек, который заботится о здоровье своих детей, всегда ищу варианты, что положить в ланчбокс. И здесь, если говорить опять о том, что где лучше, да, выбор, там немножко было сложнее. Но хотя там тоже же пастилу готовили без сахара. Вот эта пастила, она без сахара и с добавлением фруктов и ягод. Но вы знаете, есть такое одно заблуждение, когда мы пойдем к напиткам, и я вам покажу, что, это же фрукт, написано там типа сахар не добавлен. И люди литрами покупают своим детям сок, тот же самый Без апельсиновый, сахара, да, без сахара, без добавленного сахара. Но если мы почитаем, сколько сахара содержится естественного сахара из фруктов, сколько содержится в самом продукте, то иногда эта цифра такая прям большая. И это приравнивается к тому, что ты добавил столовую ложку сахара ребенку. Все равно углеводы нужны в нашем рационе, будь это ребенок или взрослый. Мы не можем абсолютно брать все углеводы, потому что углеводы также, конечно же, дают энергию. Но не только углеводы. Вы знали, что энергию дает также жир и белок? И поэтому здесь в контексте углеводов, потому что я должна, понять, мясо я взяла, фрукты я взяла, овощи взяла, а какие будут крупы, да? И чаще всего у меня в рационе это гречка, но в американских магазинах, это что, гречка? Да, представляете? Только хотела сказать, что в американских магазинах практически не найти гречку, я нашла гречку. Но, судя по всему, это зеленая гречка. Ее классно проращивать. У меня на страничке тоже есть рецепты хлеба, которые, наверное, не знаю, по крайней мере, городские девчонки, не знаю, человек 200 или 500 уже приготовили по этому рецепту. И эту гречку для гарнира не очень вкусно. Дети не любят, муж не любит. Поэтому я ищу коричневая гречка. А коричневая гречка – это жареная гречка, знаете? То есть изначально ее добывают, собирают. Она зеленая, да, таким образом. Но я удивлена, что здесь можно найти гречку. Обычно в Штатах зеленую гречку можно найти в польских магазинах. Второй продукт в качестве гарнира, который присутствует у меня, на столе, это рис. И я предпочитаю брать органический рис. Вот это классная история, здесь уже микс. То есть здесь бурый рис и черный рис. А белый рис, это тоже такая история. Особенно если не органический рис и непонятного происхождения, то в белом рисе очень много мышьяка. Если даже вы варите рис и любите его, то сократить количество, раз в неделю и смиксовать с каким-то другим рисом, который не шлифованный, темный, бурый. И лучше всего его вымачивать, для того, чтобы мы хотя бы освободили какую-то часть ненужных нам веществ. Что вы можете посоветовать людям, которые только-только приходят к здоровому питанию? Вообще начинать с чего-то, начинать степ-бай-степ определенные шаги. В первую очередь, когда ко мне обращается клиент и когда я с ним работаю, мы всегда начинаем с того, чтобы человек начал спать. Надо начинать с того, чтобы человек научился
спать своевременно, достаточно погружаться в глубокую фазу сна и нормализовать свой режим дня. Вот с этого. Допивать достаточно воды. Очень часто бывает так, что человек постоянно хочет кушать, а на самом деле он хочет пить. И мозгу все равно. Сигнал один и тот же. Подай что-то. Да? И если вы чувствуете постоянно, что вам хочется что-то подъедать, то попробуйте сначала достаточно пить. Второй пункт – это, конечно же, питание, о котором мы сегодня поговорили. И третий пункт я бы выделила такой интересный пункт – это как эмоциональное состояние. Потому что без нормального эмоционального состояния человеку будет сложно стать на этот путь. Во-первых, нужно понять, для чего тебе это надо, задать себе вопрос. Выстроить определенный план и потихонечку идти. Призываю людей учиться читать составы. То есть, в принципе, если начать этим интересоваться, все на поверхности, не надо переворачивать. То есть здесь написано, что не добавлен рафинированный сахар, но здесь, по-моему, кокосовый сахар. И если ребенок сейчас не сидит на какой-то ограничительной диете, то это тоже окей иногда. Кокосовый сахар – это для детей нормальная история. Но не так, что убрали ложку белого сахара, добавили две ложки кокосового. То есть вот постепенно отучаем и приучаем к каким-то таким более здоровым альтернативе. То есть про что я говорю? Про то, что не отобрать и сказать, все, теперь тебе все, больше ничего нельзя. Или там, например, у человека проблемы со здоровьем, и он такой, мне доктор сказал, это нельзя, или там нутрициолог, или health coach, сказал, мне это нельзя, то нельзя, то нельзя. И такой, жизнь одна, зачем мне это надо? Я вот лучше сейчас как ел, так и буду есть. То есть я всегда своим клиентам тоже говорю, что я вижу, на каком этапе он. Если новичок, то мы стараемся давай мы это уберем, а добавим это. Давай это уберем, добавим это. Чтобы у человека не случился стресс на фоне этого. И у него же потом будет отрицание этого всего. Он скажет, нет, мне это не подходит. Поэтому есть всегда альтернатива, и она есть в любой стране. На самом деле сейчас настолько все движется вперед. И когда я начинала 8 лет назад. Вообще, в принципе, задумываться. А может быть, мне нужно по-другому как-то? Что-то у меня энергии нету. У меня ребенку тогда был год, я такая уставшая все время. То есть утром вроде проснулась только, сил ни на что нету, я хочу полежать. Уже не говоря там каких-то внешних изменений после рода. Меня в первую очередь интересовало то, что где взять энергию. Почему я такая хилая какая-то, не могу как кувшинка в болоте, я рассказываю. Куда ветер подует, туда меня и потащило. И 8 лет назад я заказывала Сайхерб, то есть, большой магазин, большая платформа. Я оттуда заказывала макароны. Тогда не было у нас 8 лет назад в доступности, я не знаю, макароны глютен-фри, рисовые какие-нибудь, какие-то крекеры, хлебцы, даже соль заказала однажды, и мне такой коллега, а что, говорит, у нас соли даже нет, то есть розовая соль, еще что-то. Сейчас, на самом деле, за 8 лет очень много изменилось, и даже у нас появились эко-магазины, которые привозят из России, еще откуда, из каких-то ближайших стран, и стараются делать. То есть, в принципе, при желании, конечно, выбор есть. Он сейчас стал гораздо больше, даже у нас в стране. Надеюсь, сегодняшний выпуск о сбалансированном питании был для вас полезным, и я желаю вам оставаться здоровыми.